Здравствуйте, дорогие друзья, и здравствуйте, дорогие женщины и весь туркменский народ. Сегодня мы решили сделать передачу на русском языке. У нас гость из Туркменистана Татьяна и наша прекрасная Чимен сегодня в гостях у нас. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Ольга. Спасибо за приглашение. Я очень рада тут быть и хочу всех вас в первую очередь поздравить с нашим замечательным, прекрасным Днем Независимости. Это большой праздник для нас. 100 лет юбилея. Для нас он имеет значимый вес. Ну, Спасибо за приглашение. спасибо, дорогие женщины, что вы смогли найти время и присоединиться к нам. Сегодня я бы хотела вас, дорогие друзья, ознакомить с женщиной, которая приехала из Туркменистана. Она тоже наша соотечественница. И мы зададим ей несколько вопросов, именно что ее принудило уехать из страны. И тем более в этом возрасте, и почему не в молодом возрасте. Татьяна, вам слово. Рассказывайте вашу историю, что там случилось, почему вы решили уехать. Все-таки вы там родились и работали много лет, и там же на пенсию вышли, или принудили вас выйти на пенсию, я не знаю. Вашу историю можете рассказать. Ну, хорошо, я расскажу. Ну, если говорить до 90-го года, мы жили хорошо в Туркменистане. Нас все как будто бы устраивало. Мы ходили на работу, дети наши были в школе, мы ездили в отпуск, и нам все приезжали домой и говорили, дома лучше. Но после распада Советского Союза, вот, когда это 90-е годы, вот, нам стало намного сложнее жить. Я, так как являюсь русскоязычной гражданином, вот, лично у меня были большие преграды. Меня уволили с работы без предупреждения, без каких-либо объяснений. Просто освободите место для молодого специалиста местной национальности. Вот. Конечно, это было очень обидно, горестно. И я долгое время не могла найти работу. Вот. Ну и помимо этого очень много терпела унижений, оскорблений, вот, что не могло никак отразиться вот, на моем состоянии психическом таком. Вот. И также страдали мои дети. Ну, а в целом экономика в стране настолько упала, что нам не давали зарплату. Вот, я, если находила какую-то работу, вот временно какую-то работу, то у нас не было никакого ощущения, что мы живем. Понимаете, мы просто жили без зарплаты. И еще что хочу рассказать. Но когда я работала, у нас были очень неприятные истории. Это все было связано с хлопком. Вот. Нас помещали, мы должны были, нам сначала говорили, едете на 10 дней, вот, нас грузили в машину, мы, давали нам час сбора, мы оставляли своих малолетних детей дома, вот, несовершеннолетних, что они будут кушать, на что они, где они будут у нас находиться, это совершенно никого не волновало. Вот, и мы ехали, отдавали соседям поручения, чтобы присматривали за нашими детьми. Дети наши, сами мы находились вот на этих полях хлопковых под солнцем. Вот. И у кого давление, у кого там гипертоники, ну, всякие люди бывают. У нас даже лекарств с собой толком не было. Вот. И по нам поселяли нас в каких-то коровниках. Вот. Крысы, мыши по нам бегали. Вот, было очень, конечно, жестокое такое время, мы не могли никак еще мы хлопок собирали. Вы знаете, у нас нам давали 100 килограмм, как называется, норма. Разве это реально собрать 100 килограмм? Даже если мы соберем 50 килограмм, у нас вот в наглую урезали 20 килограмм, 15-20 килограмм. Вот весы нас так обвешивали. Вот. Ну и все, это было невозможно просто. Это мы приезжали все, питание не то было, все. Мы приезжали больные все, нам не в больницу пойти, не было такой возможности. Ну как можно было жить?
Вот так. Люди сами увольнялись, просто увольнялись с работы. Даже если кого не увольняли, то сами уходили. Вот, ну, А а в бывали, дальнейшем что, что? извините, бывали, что смертные случаи? У Э, нас вообще пропадали дети. У нас там же рядом разные поля были. И вот где-то работали школьники. Вот, они вообще отдельно работали. Пропадали дети. Вот, как? пропадали Как взрослые пропадали? люди. Вот так вот приезжает автобус, а вашего ребенка нет. Вот поэтому все родители были в таком состоянии стрессовом. Вот, мы не знали, что творится. Бывало так, что родители на одних полях, а дети, это старшеклассники. Вот они начинали с 8 класса, мой сын, например, вот, учился в то время в 10 классе, вот, и они уезжали. Но мне как-то вот, знаете, могли мы как-то договориться, чтобы вот 10 дней, чтобы я 10 дней как-то контролировала сына, отпускали меня. Но я приезжала, что там, драки, сын мой побитый, весь, голодные дети. Все, где твои кроссовки? Нет кроссовок. Ну, это же, ну, как родителям можно такое выносить? Это Вот. Ну, и какие вот года были, Татьяна? это были 2000-е годы. Вот так вот. Это вот 2000-е начало. дети пропадали вот эти случаи, когда они были? Ну, я не могу сейчас конкретно сказать, в каком году это было. Я знаю, что это во время... Мы же каждый год убирали хлопок. Каждый год. И в какой именно год это происходило, я сама лично не сталкивалась с такими людьми конкретными, у кого лично пропал. Ну, разговоры шли такие. В основном это дети колхозников. Вот. Они работали вообще даже не с нами, у них и другие свои поля были. Вот. Ну, просто разговор вот такой шел между нами. Вот что вот помните, вот там вот такой случай был, такой, ну, конечно, это место было. Вот, вот такие девочки. А да еще были, знаете, вот такие случаи. Я работала, моя специфика работы была такая. Мы вывозили детей, когда приезжал президент. Вот. И наши дети выходили вот вдоль всей дороги до самого вот аэропорта. Дети стояли, маленькие дети, стояли вдоль дороги с флажками по несколько часов. Так это не один день, а это было несколько дней, как репетиции. И мы вывозили этих детей, выставляли вдоль дороги. Дети у нас падали, теряли сознание, получали ожоги, потому что у них вот были вот эти броши на Ой, как, ой, ой, ой. да, вот, и вот это солнце, и получались ожоги. Представляете, ну они при всем этом были, и вот эти шапочки, как одевают, Тахья, вот, они все, да, они вот с этими железочками все, ну, было невозможно, без слез невозможно было на это смотреть. Вот, это надо было пройти пешком каждому ребенку, вот это все, что давалось вода, она все выпивалась. И когда проедет этот президент, ну, в общем, вот такой вот беспредел был, ну, издевательство, это просто было издевательство над детьми. Вот, ну, я периодически увольнялась, потом снова иду, потому что детей нужно было кормить, понимаете, вот такая ситуация. Татьяна, вот такой вопрос. Вот вы думали когда-либо, что вы уедете, в конце концов, уедете из страны? Над этим Ну, подумали? конечно, думала, когда уже вот такими сталкивались с такими проблемами. Вот. Ну, очень много таких фактов было, что медицина пришла вот вообще на нет. Вы понимаете, идешь, вот вроде бы диагностический центр стоит, там вот оборудование такое, все, заходишь, а тебя старым способом осмотрели, что-то выписали, что они там выписали, и ведут к своему, как спекулянту, у которого я должна купить лекарства. Понимаете, это вскрылось уже неоднократно, что мне эти лекарства совершенно не нужны по моей диагностике. Вот. А меня направляют туда. Я же не понимаю туркменский язык. Я иду. Вот. А потом уже прошу людей, пожалуйста, что это такое? Да ты что, говорит, это вообще, говорит, тебе нельзя. Где, кто тебе врач дал? Вот. А оборудование все не работает. Или же специалистов нет. Вот. Ну, вот такое вот все. Ну и что еще? Какая там жизнь была? Что в очередях люди стоят по ночам за хлебом. Ну, я могу, например, городской житель,
я хлеба много не употребляю, я пойду в город, там куплю себе. А вот эти люди, которые живут в колхозах, они стоят, их видно, как они стоят прям с ночи, занимают дети, прям это ужасно смотреть на все. Вот, и справки, ни одной справки невозможно было получить. Вы знаете, мне нужна какая-то справка, меня в психиатрическую больницу посылают. Вот. Я никогда в жизни там не лежала. Я прихожу, а врач мне говорит, вы знаете, мне ваше лицо знакомо. Я говорю, а что вы хотите? Говорите сразу. Ну, говорит, вот столечко, если вы мне дадите, вот, а я вам справочку вот в открытую. Ну, вот такие вот случаи сталкиваются, это часто. Потом случай лично со мной был случай, что я не могла получить паспорт. У нас люди получают, бывает по 6, по 8 месяцев, не могут миграционные получить паспорт. Вот. Любую причину. У меня, видите ли, пальчики. Не, я говорю, а где я другие пальцы вам возьму? Не, значит, у вас аппараты, говорю, не работают. Я 3 месяца ждала ответа на свой паспорт. 3 месяца. Вот. Ну вот очень много. Все. Коррупция, что могу сказать? Что вот люди пропадают, что люди арестовывают там ни за что. Боишься сесть в такси, потому что тебе сразу могут задавать какие-то провокационные такие вопросы. Все друг другу предупреждают, что ни в коем случае ничего не говорите. А вот при Советском Союзе нам жилось хорошо. Я сижу, молчу. Вот. А что ты молчишь? Ты не согласна? Я говорю, знаете, везите меня, пожалуйста, у меня голова сильно болит. Вот, знаете, страшно, страшно повернуть в какую-то сторону. Получается, таксисты подкупные все. Все. Это уже проверенные факты, уже говорят, смотри осторожней. Вот смотри осторожней. Ольга, Но больше таксисты не подкупные были, они были именно информантами. Их всегда набирали еще при Неязове. Я не знаю, когда вы уехали, Татьяна, но при Неязове таксисты именно были теми, кто вот это все и продвигал, вот это дело. Они да, были... провокации, Да, да, да. они специально провоцировали вот такую тему разговора. И вообще, куда не пойдешь, мы все боимся. Анекдот боимся сказать. Вдруг как-то перевернет эту тему, вдруг я что-то с намеком рассказываю. Вот. Это сплошь и рядом такое было. Вот. И идешь, живешь и оглядываешься. Вдруг что-то не так сказала. Вот. Раньше же не так мы не думали Вот и не жили так. помните, Колчак же не зря сказал, когда завоевал какое-то место, он говорил, кучеров не трогать, проституток и артистов. На тебе. Вот и таксисты наши такие. Все Ну подкупные. да, в ресторане идешь, вот день рождения отмечаешь там в кафе, все, и боимся, смеяться боимся, о чем-то говорить боимся, каждый друг друга оглядывает и смотрит, кто чужой подошел, кто там, ну, это невозможно, потому что за каждое слово могут тебя зацепить, и все, и ты уже с ресторана не своими ногами, как говорится, выйдешь. Вот. А это Ну, вот это правда, что после 8-9 часов вечера уже комендантский час. не Да, очень вы знаете, разрешают я гулять? пожилой человек, да, я сижу с ребенком, ребенок катается у меня на велосипеде. Вставайте, уходите. Как я ухожу? Я вот мой дом, вот я здесь живу, вот маленькая территория, ребенок на велосипеде катается. Нет, надо уходить. Вот в 8, полдевятого, это уже как закон, всех разгоняют. Вот. Это не то, что там по городу где-то мы ходим, а возле дома мы находимся. Вот. Это Это правда. очень интересно, как комендантский час. Да, комендант, он и существует обязательно, уже это много лет. А сейчас больше всего, знаете, что бесит? Что Ашхабад, вот у нас как-то разделилось, вот есть элита, это семья Бердымухамедова, элита, и есть просто люди. Все. Их не вообще совершенно не волнует, как живет народ. Всё. И есть Ашхабад город, а остальные, я даже не могу сказать, кто мы являемся. Я не житель Ашхабада, сразу говорю.
что мы не могли заехать, любую справку, любое там что-то, посылку тебе прислали, или что я должна ехать в министерство в Ашхабад и, не, и единожды, а там написать заявление, что я такая-то, такая-то, вот. Мне потом придет подтверждение, потом я должна опять поехать. Вот представляете, это человека вот такие мытарства. К чему? Зачем? И я не могу въехать в Ашхабад. У нас, значит, остановка, мы подъезжаем к Ашхабаду, я не помню, какая это остановка, уже давно это было. Вот. И мы пересаживаемся на такси и платим такую сумму, что мне легче было на самолете туда и обратно 3 раза слетать. Вот. А мы вот на такси тратим вот такие вот деньги. Видите ли, наши машины с нашими номерами не имеют права въезжать в Ашхабад, на территорию Ашхабада. Какое-то разделение человечности. Все Вот это, как все вы думаете, забивается. вот коррумпированная такая страна, которой уже все структуры загнили. А как вы думаете, вот такая страна, она долго ли сможет... э, Долго. Если не менять, я сразу скажу, это правительство наше, нашу власть, то это будет очень долго. Это хорошо смотреть отсюда глазами и говорить все это. Но если находиться там, то вы увидите, что люди даже не могут в глаза смотреть чиновникам. И маленькому чиновнику. Не говоря уже там куда-то там идти далеко. Своему начальнику. Ты даже в глаза не можешь смотреть. Когда что-то говоришь, это такое ощущение, что ты его просишь, что ты унижаешься. Вот так вот. И там люди ни за что не будут говорить что-то против власти, боже, боже. Да, это нужно значит, до такой степени запуганы они. очень, Запуганы. да, затравлен народ, затравлен, запуган. Все, и это на самом деле так. Это и есть так. Это только-только менять власть, менять все приближения вот к власти, всю полицию, вот, потому что, наверное, хорошую зарплату получает, а может, тоже запуганные, знаете, каждый держится за свое место. Мгм. Это так и будет продолжаться. Я так Интересно. думаю, что нужен только человек, вот если бы меня спросили бы, кого ты хотела бы вот, видеть на посту, да, вот этой семейки, но только не человека из народа, только не человека. Тот человек, который настрадался уже, вот, и, как говорится, дай человеку деньги и поймешь, кто он, да, Мгм. вот, и здесь также. Дай ему власть, и ты сразу узнаешь, кто он. Нужен человек очень грамотный, со своей конституцией, со своей программой, вот, чтобы он не знал вообще, что такое жить в такой вот среде, вот, А с вот чистой головой. как вы думаете, вот вы, допустим, мне интересно ваше мнение, что бы вы сделали, чтобы Туркменистан процветал? Что нужно сделать? Я вот и говорю, что поменять власть. А каким образом? Как вы Ну думаете? это уже, вы знаете, это уже не ко мне. Это уже есть люди специально политикой, которые занимаются, они знают, что нужно Вот делать. вы же сказали, что внутри страны народ вообще не способен даже слова сказать, правильно? Это так и есть. Да, А это вот так этот и народ есть. сможет свергнуть власть? Это жалко. Это истина, это правда. Жалко, конечно. Внутри, конечно, народ переживает и хотел бы другой жизни. Вот. Но многие даже и не знают, что она существует, такая жизнь. Потому что интернет отсутствует. Вот, вот, вот. Интернет отсутствует, нету никакой информации. Кажется, что это так и должно быть. И все. Перед людьми, если меняются какие-то законы, но не в пользу народа, то народ о них не знает. Это уже, знаете, как идет от хозяина, и как вот такой вот закон вышел. Вот. А народ даже не знает о таких законах. Вот. Живут и все. Поэтому это бесполезно говорить, что внутри что-то должен народ встать и
с вилами, с лопатами идти на кого. У меня еще такой вопрос. Вот когда люди уезжают в молодом возрасте, да, им еще легче там изучать язык или культуру, там историю той страны, куда они там приехали, да, Мгм. а потом пойти в колледж, учиться дальше, продолжать как-то карьеру делать. Я понимаю, когда в молодом возрасте. А когда тебе далеко за 50 или за 60, вот я не представляю, как же надо потом же язык изучать. Хоть где-то работать надо, хоть кем-то, да, но все равно та же, не обязательно там карьеру делать, да. Карьеру, конечно, не сможешь в этом возрасте. Даже я сейчас, вот, допустим, поеду куда-нибудь в таком возрасте, да, я не смогу, наверное, сделать карьеру или там заново пойти в колледж. Это уже не те годы, во-первых. И память, наверное, еще нормально, но все равно, наверное, тяжело изучать язык. Вот что вы думаете о вашем будущем? Что вы хотели бы сделать? Пойти в колледж, изучать язык или работать? Вот я же знаю, что английский язык это совсем не близкий язык туркменскому или русскому. Но есть какие-то слова одинаковые, можно Да к еще, любому. да. А вот что вы думаете об этом? Ну, Что вы видите да, свое вы будущее? конкретно меня. Но, знаете, мы такую закалку получили, что ну, мы вообще трудоголики. Вот выходцы из нашей страны, люди, вот, они приспосабливаются к любой стране, к любому быту, к любому труду. Вот, и мы очень легко находим выход из положения. Я не знаю, вот я за себя говорю лично, да, и я многих людей тоже таких знаю, которые сразу, в отличие от других национальностей, некоторые бывают, которые, ну, ленятся там или что, но наши как-то они приспосабливаются очень быстро находят работу, в том числе и я. У меня нет проблемы. А что вот касается языка, конечно, надо учить, тем более в моем возрасте, чтобы не заработать айсгеймера, вот, нужно поднатужиться и для себя же, для своего здоровья. Пусть даже я не пойду где-то работать, меня не возьмут уже по количеству лет, вот, но я все равно могу найти, чем заняться. Нет, вы ошибаетесь, Татьяна. У нас в Америке можно устроиться на работу в любом возрасте, лишь бы было Это, желание. ну, это радует, ваша новость. Ну, я только начинаю жить в этой стране, вот, и в первую очередь я хотела бы, конечно, освоить язык, вот, хотя бы какие-то азы. Вот. Да, Все получится. я Я, вам потом подскажу да. легкий вариант, как изучать язык. А, Ну, желание огромное есть, настроение есть, потому что, вы знаете, так легко дышится, вот, свободно, какая-то свобода такая, что хочешь говоришь, куда хочешь идешь, вот все это вот на душе, знаете, как будто это возвращаешься в молодость какую-то. И вот и хочется и язык учить, и в гости ходить, и разговаривать с кем-то, и смеяться, и ну, жизнь продолжается. ну что, В добро этом- пожаловать в Америку тогда. Спасибо, я буду стараться. Хорошо. Теперь Чимен, дорогая наша, давайте зададим тогда, не зададим, а просто представим тебе слово. Я просто дополню к тому, что Татьяна сказала, Мгм. потому что много чего я тоже знаю. Я жила и в советское время, и во время, когда распался Советский Союз, я была там. Также я жила и во время Бердымухамедова, поэтому все эти уже, кроме этого Сердара, конечно, я жила там. Именно в те годы. Я Мгм. была там до 2000 года, когда Ниязов был. Я была там уже в 2007, 2017 и 2018 я застряла на 2 года там и не могла выйти. Меня не выпускали. И мои дети ждали тут маму. Вот так вот случилось. У меня папа заболел сильно, и
Получается, наша власть вот так вот решила поиздеваться. Моего отца, могу сказать, можно сказал, убил режим. Не прямым текстом, но там так получилось, что они меня не подпускали к моему отцу. Его изморили голодом. Вот. И ровно месяц меня ташауская полиция, грубо говоря, посла. Они вызывали меня в участковый в участок. Они грозили, что меня посадят. Я, конечно, с ними прямо, я потому что сама юрист, поэтому я свои права знаю, и я тогда уже много раз проходила через эту систему, я уже закалилась. Поэтому я им так прямо и отвечала, что у вас 5 минут есть, пока я до дороги дойду, если вы меня не арестуете, потом будем разбираться через прокуратуру. Они, конечно, пугались, потому что они знали, что я собирала все доказательства, точно так же, как я сейчас и делаю, с теми, которые себя э, выдают за оппозиционеров, за журналистов, но они на Мгм. себя очень много доказательств, очень много всего уже набрали. И я это все собираю. И прямо говорю им, что на вас всех я собираю все. Вот. По поводу, вот вы говорили про хлопок. Про хлопок я могу один из случаев из моих случаев рассказать. У моей одноклассницы во время Ниязовского режима умер отец. Мгм. Он уехал, он был главным, который должен был детей забрать. Он забрал детей туда, и в ночь у него случился приступ то ли с кишечником, то ли что-то такое было. Мгм. Да, а там все-таки дальнее место, никто не может дозвониться до больницы, ни до скорой, ни до чего. За ночь Дети человек умер. Сарыков, у нас А? дети Варыков, Сарыков пили воду. Вот мой Ну вот, сын вот, рассказывает, да, да, вот эти грязные арыки, вот да, они кипятили эту воду, не было воды. да, Вот это, да, вот, да, да. да. Да, я вот по поводу, Тимин, я хочу по поводу вот сказать такую фразу, что как тяжело жить в Туркменистане, но еще тяжелее уехать оттуда. Сейчас невозможно оттуда уехать, никак. Вот, такие преграды до 40 лет женщин, мужчин не выпускают, особенно у кого есть дети, с детьми. Ну, вот это, Абсолютно. так, Только это до 40 лет это не к мужчинам относится, а к женщинам. То есть это внутренний да. негласный приказ от этого, от Бердымухамедова первого, старшего, что незамужние женщины, молодые девушки до 40 лет, они не имеют права выезжать, потому что для туркменской власти наши туркменочки проститутки. Вот я прямо скажу. Они считают всех женщин, которые в Турцию ездят, они их считают за проституток. Помню случай, этот случай произошел где-то в 2009 году, и я помню, я большой резонанс тоже с этого создала, потому что меня это сильно задело. В плане того, что тогда из Турции приехало очень много женщин, и они этих женщин задержали, этих женщин собрали в одну кучку, в комнату, завели, где-то 20 или 30 женщин было, и там уже на месте они сказали, раздевайтесь. Мгм. Женщины, это туркменские женщины, они не будут этого делать. Они начали возмущаться, они сказали, раздевайтесь, не разденетесь, мы найдем то, что нам нужно. Моя подруга, у которой сестра была в этой кучке женщин, она плакала после этого. И поэтому я очень сильно... У меня в Одноклассниках должен быть все еще этот случай, пост. Я открыто поставила, написала, почему власть Бердымухамедова, который только пришел к власти, вот такие произвольные, незаконные, уничижительные против мусульманок, женщин делает. Почему так унижает наших женщин? Даже при Ниязове такого не было. Даже при Ниязове такого не было. А что же они искали?
Вообще, Оля, они знают, кто там сбытчик, они знают, кто привозит, они знают тех челноков, которые возят наркотики. А, Но, видимо, они решили немножко вот таким образом подавить женщин. Видимо, это в тот момент уже началось вот это подавление женщин. И сама посмотри, после вот этих 2009-2010 года они начали уже ограничивать поездку женщин в Турцию. Заметь. И вот именно в те моменты появился вот этот внутренний приказ о том, чтобы женщин до 40 не выпускать без особого разрешения. Вот. Так что эти случаи я сама прекрасно помню, и эти случаи я тогда еще открыто писала тоже. Хоть я и не была ни активистом, ни чем-то таким, но я тогда писала открыто. Вот. Таких случаев очень много. По поводу голода, Таня, вы говорите, хлеб стояли. Я сама стояла в 5 часов утра как студент, ходила в 5 Мгм. часов утра. Мы вставали с сестрой по очереди, брали очередь. И это было в про, Ашхабаде. про какие годы говоришь? Но это при Ниязове было. Это Ниязовские годы. А это я помню, да. А это и Но сейчас. Сейчас стоят. сейчас тоже очереди есть. Вот я сейчас, я же говорю, я застряла с 2017 по 2018, они не выпускали. И вот таким образом они из меня активистку сделали. Я начала группу, пока я была в Туркменистане, я эту группу в Туркменистане открыто начала. В Туркмении объединяемся. Они меня очень много преследовали. Но довели. Я жила рядом с шекер-магазином. У шекер-магазина постоянные, огромные очереди. С утра стояли. С утра. И люди тоже, тогда тоже в 4, в 5 утра вставали и брали хлеб, масло, что еще там. Ну, Ну, это вот разве основные такие. нормально? Ни в одной стране такого нет. Но Абсолютно, абсолютно. В зато магазинах все и есть. газ, хлопок, и все. В магазинах все Да. есть. Тань. Просто вот И эти все есть. И государственные, просрочено. И все просроченное. Меняет вот эти о да. этикеточки. Все просроченное. И никто за этим не следит. Это не наказуемо. Ну, это... Нет, это даже не то, что наказуемо, Татьяна. Это, знаете, менты что делали? Если это наши-то баджишки, женщины, они-то как-то тоже должны зарабатывать. Вот вы говорите, вы как-то пытались зарабатывать, каким-то образом что-то делать, правильно? Вот эти Ну, конечно. женщины, Кормить бедные наши надо. женщины, я так скажу, бедные наши женщины, они сидели вот у этих магазинов, яйца продавали, они дешевые были яйца, я у них покупала постоянно. Именно вот у таких женщин, стариков я все время брала обязательно. Или они у моста сидели под мостом, где вот эти большие огромные мосты над дорогой проходили, это в Новом Туркменистане. Они у них сидят, я все время у них все брала. Вот. И вот этих женщин, которые продавали, менты могли прийти и начинать пинать, их товары все Да, да, раскидывать, да. Я тоже видела гнали такое. их. Да, я сама лично однажды увидела это. Я тоже видела. И бесполезно возмущаться. Они вообще вот разговаривают, вы знаете, как будто перед ним стоит преступник. Вот идешь ты миграционную, там, твое законное право, ты получаешь паспорт, ты не нарушаешь ничего, но с тобой разговаривают, как будто зашел преступник, и все на таких тонах. Я уже сколько раз возмущалась, я говорю, почему вы так разговариваете? Я что, к вам домой пришла или что-то я у вас лично прошу? Я гражданин Туркмении, я родилась в Туркменистане. Я Мгм. имею право иметь свой паспорт. Ну, и попробуй что-то скажи. Могут и выгнать из очереди, и я не знаю, как Ну, еще говорить. знаете, я вам так скажу, в миграционную я как-то специально ходила сама и шум устраивала специально, потому что мне уже это все надоело. И там, кстати, не только туркмены работают, там работали и девушка вот именно русской национальности, были разные тоже. Они набирают разные национальности. И они относятся ко всем, вот как вы говорите, точно так же. Это называется малский характер. Мал в Туркменистане на туркменском означает, ну, по-хамски, по-свински, как с животными. Мал. Мгм. Вот. Я
в один момент уже у меня до кондиции дошло все. Я пошла, собрала все свои документы. Отца уже убили. Вот, я пошла туда и специально там, где очень много народу, пошла на второй этаж, где уже делала себе на выход документы. Я начала орать на них. Я начала орать, говорить, вы превратили страну баранью в тюрьмостан. Вот именно тогда я вот эту фразу выкрикнула. У них, наверное, запись должна быть. Я сказала, вы превратили страну в тюрьмостан. Из этой страны не выйти, не зайти. Народ у вас баран. Народ вообще не уважаете ни прав, ни закона, ни человеческих прав. Ничего нету. Взятки берете, и в этот момент эта девушка, русская, которая, она мне говорит, а если вы взятку дали, мы вас сейчас посадим. Я говорю, сажайте, сажайте, давайте, раз уж мы до этого доходим, давайте уже официально сажайте. Официально сделаем это дело, потому что я хочу, чтобы это политическим делом было. Сажайте. И она, она, она была в шоке. И помощник ее, он вообще, он сам испугался. И вот такая тишина там стала, мертвая, мертвая тишина. Минут 10, наверное. Я там тоже стою, что-то я не поняла. Сама очнулась от вот этого громкого шума, тишины. Очнулась и думаю, блин, а что я наделала? Потом Я вот пошла, слушаю. взяла свои документы. Уже я слышу, как я иду. Думаю, ладно, если они меня посадят, хотя бы на улице немножко отдышусь свежим воздухом. Потому что такого действительно никто не делал. Чтобы вот так вот орать, что права человека вы нарушаете, людей в баранов превратили, не зайти, не выйти. Страна называете тюрьмостан, вы в тюрьмостан превратили, сажайте меня. Давайте политическое дело делать. Я пошла, я с миграцией пошла, шла где-то, ну, решила, думаю, иду 10 минут, иду, ничего, никто не едет. 15 минут, никто не едет. Думаю, ладно, давай у меня до дома, у меня 11 микрорайон был. С этого Гоголя пошла до 11 пешком. Наверное, шла минут 50. Иду, никто не едет, никто ничего не делает. Думаю, дошла до дома, ладно, думаю, немножко сейчас дома посижу, хотя бы дома увижу свой, пока меня не заберут, придут. Не приехали, не забрали. Вот такое со мной и случилось. Повезло. Да. Я вот слушаю вас и удивляюсь. Я говорю, как они обычно не дают договаривать. Сразу подходят за Да, руки, и вы, да. как вы умудрились еще все договорить, и Но у что меня, с ними об этом... понимаете, у меня очень много случаев до этого было, когда они вот так вот, но тогда я уже не была, я в этот раз была американской гражданкой. Вот это, наверное, меня и спасло. Но до этого у меня таких случаев очень много было. Тогда я была просто, я не брала даже гринку. Я хотела быть в Туркменистане, я хотела жить в Туркменистане. Мы постоянно жили рядом с Туркменистаном, и когда мы все-таки попали в Туркменистан, очень много случаев у меня было, когда меня задерживали, забирали мой паспорт. По границе постоянно меня мучила. Поэтому я как бы очень стальных яиц женщина сейчас. У меня очень большой опыт с ними. Вот. И очень много случаев было, когда они много чего пытались со мной делать. И тогда тоже я с ними и по-хорошему, и по-плохому, и по-всякому. Паспорт у меня забирали, в черном списке я была все время, всегда меня останавливали. Это все было. Я всегда с ними до конца шла. Вот был случай, когда я приехала в 2010 году с детьми, тоже застряла на 3 месяца, не могла выехать. Я просто не рассказывала никому. И тогда сначала они хотели мой паспорт отнять у меня, потому что я с Америки приехала. Думали, что у меня гражданство есть. У меня не было гражданства тогда. Гринка была тогда, гражданства не было. Целых 1,5 часа, наверное, мучили. У меня дети были маленькие. В тот момент самому старшему 4,5 было. А младший где-то 2010, 1,5 года было. Вот. Я с маленькими детьми,
Запоздало мы приехали, потому что и в Турции задержка была. Получается, когда ты в Турции проходишь до самолета, тебе уже не разрешать еду. Это получается, мы целый день без еды, без воды, без ничего сидели. В самолете немножко покормила детей, чем смогла, там еда ужасная тоже. Приехали, получается, под утро. Первая прошла по очереди, и меня вышла только после 5,5 часов, наверное. Вот. Они всех пропустили, они хотели мой паспорт сначала, чтобы я сдала. Когда поняли, что у меня нету гражданства, там какой-то один из них нормально умный попался, он говорит, у нее нету гражданства, у нее гринка, вы же видите, что там виза у нее. Вот. Потом Мгм. они пытались детские паспорта отнять, туркменские. Ну, опять-таки, я юрист. Поэтому я сразу начала с Конституции, начала с Гражданского кодекса, попросила их показать мне законы, где это прописано, что они имеют право паспорт у меня забирать или у детей. Они говорят внутренний. Я говорю, какой внутренний приказ? Даже если внутренний приказ, во-первых, ты должен обязан показать мне. Во-вторых, ты понимаешь, что юридически вот эти внутренние приказы, они нивелируются. Нивелируется гражданским кодексом, нивелируется конституцией, а также международное право превалирует у нас даже над конституцией. Вот. И, в общем, вот так вот. Потом они меня держали. Один стульчик всего был, я сидела, дети рядом со мной. Ребенок уже плачет, не может, потому что это дети маленькие. Мгм. Этот мне, они по полчаса заходят, выходят, и получается морально, психологически они тебя убивают, правильно? Это они всегда вот так вот с беременными женщинами, с детьми, женщинами с детьми вот так вот обходятся. Говорит, ты, говорит, отдай маленькую своему старшему, говорит, а сама зайди к нам. Как это так? Ну вот так вот, вот так. Я как там взорвалась, я говорю, ты, говорю, В аэропорту это очень часто бывает. да-да-да, Они абсолютно. говорят, пройди вот в ту комнату, это такое Ну, сделать это у них случай. психологическое Пройди в ту давление такое. комнату. Это у них Да. психологическое давление. Я знаю это все. Я говорю, я как рассердилась, я говорю, ты, говорю, ерчеканлар, харамзадалар, каждый сейчас мне имя свое сюда дадите, я начала на них вот так, ты, на каждого из них. Дадите мне имена, фамилии свои, я с вами буду разбираться. И потом говорю, вы меня держите или я тут сижу сама от желания сидеть с вами? Повернулась к ребенку и говорю, Агла, он доном метр Агла. Я заставила ребенка плакать еще хуже и еще обоих. Они там устроили сильный эти были шокированы, что я могла вот так вот на детей повернуться и сказать, плачьте, еще хуже плачьте. Я на них наорала, получается, чтобы они плакали. И эти дети плакали. Они думали, что они на меня психологическую сейчас будут давить. Я обратно им отдала. Они были Ой. шокированы. Они ушли. Потом они к моей подружке подали. Подружка уже 2,5 часа ждет меня, там стоит. Ее, говорит, ты, говорит, скажи ей, пусть она сдаст документы, и тогда мы и пропустим ее. Он говорит, а вы почему вот прошли с двойным гражданством, с российским, вон еще какой-то турок тоже прошел с двойным гражданством, почему вы его пропускаете? Эта девушка была очень умная. Они рассердились на это, опять на полчаса ушли, пришли. Агис, Агис, я говорю, так, не Агис, а у меня имя есть. Он говорит, а как тебя? Я говорю, у тебя паспорт на руках находится? Открой и сейчас же посмотри и скажи, и ко мне обратись по имени, понял? Он говорит, Чмен Байрам. Я говорю, вот теперь правильно. Вот теперь я с тобой могу общаться нормально. Он говорит, ладно, мы вас пропустим. Это уже 3 часа прошло. Мы вас пропустим, но вы должны подписать документ. Я говорю, принесите, посмотрю документ. Он мне, знаете, что принес? Бланку, белую бланку. Я Мгм. должна подписать белую бланку. Я говорю, ты Ага. идиот? Сейчас. Мгм. Да. Я говорю, ты идиот? Ничего я не буду подписывать. Хотите? Будем сидеть так и дальше. Все, я отсюда никуда не уйду. Потом что-то там еще, в общем,
туда-сюда, вот так по полчаса давят. 5 часов прошло, я уже никакая. Это мы, получается, в 2 часа мы выехали в Турции, что в аэропорт Мгм. пришли, и сейчас уже 4 утра. Я сижу в аэропорту с детьми. И вдруг что-то меня вот так вот вклинило, и я такая встала и начала орать вовсю, вот сильно прям. Вот помнишь, Фируза была, не помню, как ее звали, ее посадили, она в женской колонии до Да, сих пор да, да. В сидит. аэропорту кричала. Мгм. Вот точно так же я начала кричать. Я говорю, вы, суки, пидоразы, сейчас же каждый, опять говорю, каждый из вас дали мне ваши имена, суки, пидоразы, я буду теперь писать на имя Гурбангулы Бердумухамедова Мялик Кулыевича. Я начала орать и говорить его имя. Каждый раз я что-то говорю, его имя. Эти как забегались, как начали... Ладно, ладно, молчи. Все, мы тебя пропустим, только успокойся. Только успокойся. Я когда начала истерить именно его имя, они испугались. Они дали мои документы, все дали обратно и сказали, ладно, проходите, только вы отсюда не выйдете, когда будете выезжать. Я им сказала, это моя проблема, это не ваша проблема, это я сама решу, как мне выйти. И я вышла спокойно тоже, но я вышла другим способом. Это уже другой разговор. Вот. Так что да, я прошла очень много, и в принципе я сама юрист, опять-таки, я в прокуратуре проходила практику 2 года. Я знаю, как они мучают людей. Я сама на допросах участвовала. Я знаю, как это психологическое давление, как это все работает. Я училась у самых лучших следователей. Вот. Ну, в общем, вот вам моя история. Это хорошо, когда человек знает свои права и юридически может как-то себя защитить и хотя бы напугать кого-то. Вот. А есть же народ, студенты, дети, которые вообще страдают, не могут ни на учебу поехать. Заехали в свой город Кишлак, и все, и выехать не могут. Вот, и это никого не волнует абсолютно. Но сложно, сложно очень во всех отношениях. Да, девушки, я вот послушала ваши истории. Ой, ну, если бы иностранец послушал, всему этому не поверил. Но я поверю, потому что я там родилась, я там выросла, поэтому я знаю. Э, Нам часто кому говоришь, что у нас машина только белого цвета, в такси сажусь, старая машина. Вы знаете, такое ощущение, что сейчас оторвется дверь. Я говорю, сажусь и так закрывать, хочу закрыть, и нету ручки. Я говорю, а где ручка, как? Он говорит, за проволоку тяни. Вот до такой степени вот развалюхи люди ездят, и вот такое ощущение, сейчас ну, отвалится, и ты побежишь ногами. Вот бедный, такой бедный народ. Вот они, знаете, уже на последнем издыхании. Вот, живут, вот что есть, вот на этом зарабатывают. Вот так вот. И когда говоришь, что там парикмахерские закрывают, что там стричься нельзя, краситься нельзя, волосы в белый цвет, там на первом сиденье девушкам нельзя сидеть. Вот такие не верят, не верят, говорят, да что это правда, что ли, а что здесь такого? Я говорю, ну вот такие вот законы там. Вот, хотите верьте, хотите нет, я жила там, я это чувствовала. И вот этот комендантский час, что нас гнали. Ну, вы знаете, как в детском саду живешь, вот, все по указке. Нет, хуже, Никакой, да, дурдом стан. Нет, но это, знаете, это опять-таки форма психологического давления и форма того, каким образом нужно контролировать народ. Это работает. Да. Именно вот таким образом они это и подавляли, и опускали человека настолько, что человек уже был, если его куда-то пропускают, он уже был рад. Просто пойти куда-то, просто пройти. У нас, например, да. идешь по дороге, баллонок, это баллонок, то баллонок, страна баллонок. Мгм. Мгм. По Все поводу... нельзя, да. Да, Страна да, по имени нельзя. Вот да, так. баллонок.
По поводу, знаете, вот я сейчас вспомнила, вы про похищение детей говорили, что тогда было. И это происходит до сих пор, вот особенно Сейчас я, конечно, в этом году не знаю, не могу сказать, но у меня там активистов достаточно. В прошлом году, позапрошлом году, вот в те года, во-первых, в Красноводске был очень сильный голод, настолько такой голод, что девочки 12-летние, 12-летние подходили к мужикам и просто предлагали себя за бутерброд. Вот, это раз. И два, очень много похищений и в Ашхабаде, и в других городах. У меня мой двоюродный братишка, он повесился в Ташаузе. Да, это очень Вот, это много таких. частые случаи в Ташаузе, очень частые. Они скрывают об этом? Люди психологически уже не выдерживают просто, потому что как бьются головой о стенку, вот никуда, нет выхода просто у людей. Не могут содержать ни Абсолютно, семью. Да, абсолютно. да. Доводит Всего людей мало. до смерти. Или вот Да. даже у нас в чате, Оля, вот недавно в чате написали, что а, инвалид сам себя, вот только недавно, инвалид сам себя убил, суицид, потому что он не хотел быть обузой маме, потому что у них нету ни еды, ничего, это в Ташаузе, нету Господи. ничего, нету, голод, в Ташаузе голод. И действительно, бензина сейчас тоже нету по стране, мало бензина, потому что они сейчас в Россию этот бензин качают Да. для помощи против Украины, для помощи войны, СВО, вот то, что называют. Они уже полностью продались Путлеру, полностью. Но, Главное, но с другой стороны, если так подумать, в принципе, этого тоже Бердымухамедова Путин поставил. Наша Ну, страна– это марионетка. если начать с самого начала, это и есть оттуда начало. Абсолютно. Мгм. Абсолютно. В Ниязове хотя бы что-то нормальное было. Он отрезал полностью их Да, от это нас. но правда. тогда Вот Путина не единственное. было. Да. Мы не были ни придатком, ничем. Мы были действительно независимой страной при Вы Ниязове. знаете, ладно, обидно, знаете, что деградация идет молодежи. Вот. Вот Да, дети не могут учиться. Вот они, вот у меня знакомые есть, девочка учится в университете, она говорит, нам вообще ничего не преподают, нас только мы встречаем, провожаем, на какие-то ходим это, концерты, которые нам некогда да, учиться. да, абсолютно. 2018-18 год, честно сказать, вот вы очень хорошо заметили про деградацию. Я была в шоке, когда я поехала вроде бы все красиво, все замечательно. Я вообще страну не узнала. Действительно, выросла страна в красоте своей, но люди были, как сказать, вот того уважения, того почета, когда мы когда-то жили, вот этого не было. Даже какой-то маленький шпендик мог пристать к женщине, которая в закрытом ешмаке идет. С платком. С платком это означает гельнеджет, то есть она замужняя. К ним вообще никто не должен ни подходить, ни что. Машины могли спокойно останавливаться днем, это даже не вечером, днем и преследовать себя, харасить себя. У меня было несколько случаев, я уже устала, я вытащила свой телефон и начала снимать. Я говорю, харамы, давайте, раз уж вы так делаете, давайте я начну снимать. И этот испугался. Он говорит, нет, 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 я Шули должен проехать, поэтому я остановился, предупредить, что я Шули проезжает, вы отойдите в сторону, вот так вот. Я говорю, давай посмотрим, какой твой Яшули сейчас будет приезжать. Мне похуя, какой твой Яшули проезжает или что, я уже устала от вас. Его на видео. Потом после него подъехала другая машина и говорит, Гельнеджа, он ордынайшоны. Ты так хорошо поступила, ты молодец, говорит, второй меня папа хвалил. Вот они сами не могут за нас заступиться, за женщин, но зато туркмены могут э, нам указывать наше место, или к нам приставать, или нас харасить, или нас вот так вот опускать. У них даже нету элементарного уважения к своим женщинам. И, Оля, заметь, даже сейчас
сколько раз мы видим харассмент. Вот даже от вот этой журношлюхи, извиняюсь за выражение. У него под его видео очень много комментов одних и тех же людей. Этот идиот, он даже не, у него даже публики нету, в принципе. Это настолько это смешно, но и ничтожно. Но у него под его комментами в основном на что начинает давить? На то, что у женщины груди, она грудями пытается всех. Вот такой менталитет. Этот журналист, который себя журналистом называет, он открыто позволяет, и он сам продвигает такие харассменты. Тот журналист, который говорит, что он работал на радио Азатлык, который работал в Америке. На него спокойно можно в суд подать, потому что он сейчас в Чехии находится. И везде можно подать, и в Канаде, и на него можно несколько раз подать в разных странах. Потому что он сам вот этот хейт разводит везде. А когда мы ему отвечаем его же языком, ему это не нравится. Потому что он Это его проплачен дело. Путиным. Нравится, не нравится. Да. Это его дело. Нравится, не нравится, как терпи, моя Моя красавица, да? Как красавица. его Будешь Путин. терпеть, красавица, да. Да, да. Мы тоже можем отвечать. Мы Ну, могли молчать кстати, когда-то. заметь одно. Когда он какое-то выступление делает, особенно против кого-то, да, с этими харассментами, и всегда сам себе пишет под разными именами, сам себе с разных аккаунтов. Потому что когда я делала видео, мне приходилось заблокировать около, Мгм. наверное, не знаю, 30, наверное, Да. Да, 20-30 ну, ну, аккаунтов. я верю. Мгм. Мгм. Но он, знаешь что, он мне напоминает, знаешь что, он напоминает этот глисту, которая в чемодане Путина, в говне вот этом плавает постоянно и не может просвет себе найти. То, что ты мне отправила, вот последнее видео, я посмотрела, ну, честно, я немножко повеселилась. Даже не Ну, немножко. подожди, это же, он же есть омно, понимаешь? Нет, а ты видела, как он орал? Он не может уже себя контролировать. Ему как-то давали оценку. Именно психиатр дал оценку, и он сказал, что с ним что-то не так, что он страдает психическим заболеванием, Да. что ему действительно надо лечиться. А Россия, как она свою пропаганду? Она находит именно вот таких уязвимых, вот таких Мгм. ущербных, вот таких Извилин, да, самых таких правильно. психически abnormal, психически шатких людей. Мгм. И, как говорится, вот таким образом они пропаганду и проводят, потому что эти люди, они беспринципные. Они и Нормальный, мать свою продадут. нормальный, умный человек, он не продастся. И он не будет вот так вот опускаться, Оль, он не будет Нет. на женщин нападать. Если ты Он... мужчина, да, тем более, Да, да. ты по Ля, достоинству будешь себя вести достойно, правильно? Да, Ты же да. Он не будет мужчина. именно по интимной стороне постоянно женщин ущемлять под своими комментами, под своими видео, то есть. Он не будет Вот, именно с сексуальной стороны ущемлять женщин. но Получается, у него что... ты видишь, вот видишь, как это самое, это если со стороны медицины посмотреть, да, есть у человека комплексы неполноценности, комплексов куча. Куча Это комплексов. И это согласна. выдает на экране. Можно смотреть и наблюдать, как он сам себя унижает. Он думает, других унижает. Он сам Абсолютно, себя да. унижает, он сам себя выдает, что он уже явно работает на режим. Но это даже не столько комплексов, сколько это больное воображение, сколько он больной действительно. Это чудовище, это... Как его украинская команда в Азатлыке прозвала? Его чмо Чмо. прозвали. Чмо. Он думал, что это комплимент. Что чмо это комплимент. Настолько он такой неграмотный. Мне кажется, действительно с ним что-то с головой его, что-то не в порядке. И, Конечно. наверное, нам нужно пожалеть его, Оль. Пожалеть? С какой стороны?
Ну, не знаю, ты будешь с Да. психически Вот ненормальными возьмем, людьми? вот пожалеть, значит, мы возьмем его в женскую команду. Как раз подойдет. Мы обсудили а, много чего. Дорогие женщины, спасибо вам большое за ваши рассказы. А теперь я хотела бы напомнить еще раз о нашем предстоящем протесте. Пройдет 28 октября в Вашингтон, Ди-Си, и в часа в 2, да? Э, Ровно в 2. Да, ровно в 2. Приходите. Если так брать, 27, на самом деле 27 октября была создана страна Туркменистан. По-туркменски называется Туркменистан Джумгурияты. А, и потом, когда мы получили независимость, опять-таки, так как вот 27 октября создана была республика Туркменистан, да, и 27-го сделали независимость. То есть независимость мы как-то 2 дня отмечали, 27-го и 28-го. И шли, шли, шли как бы 30 лет, и в том году, буквально в том году, раз взяли и поменяли на какое-то сентября. На Да? 27 сентября, на Да. месяц У нас в передвинули. Конституции, то есть написано, что 27 октября была создана страна. Как ты можешь взять и поменять такую дату? Историю, полностью историю, вот таким образом меняют истории, и Мгм. детям внушают совершенно другое. И дети теперь нынешние, они даже знать не будут. Джумхурiyet, что это такое? Когда эта страна была создана? Стоит теперь у них в записи везде 27 сентября, правильно? Вот этим, вот таким образом детям э, мозги промывают. Они даже знать не будут свою историю, кто у них были деды, прадеды, и кто воевал в Коктепинском сражении, да. И даже вообще многих наших героев тоже нигде даже не проходят им их имена. Нигде. Ни в истории, ни в музеях. Везде собрали, убрали, уничтожили. И в книгах про них были написано очень много книг. Все исчезло Да, всю культуру поменяли сейчас полностью. совершенно. И эти памятники тоже нету вообще. То, что было, тоже убрали. Историки, вот эти наши основатели Туркменистана, Гайс Атабаев, Мгм. Недрыбай, Айтаков, вот они же убрали, когда-то было, но они убрали. И С улицы все музеев, поубирали. музеев Ну, тоже. это обнуление, это и есть тоже метод стирания всего и метод того, что Да, они из всей страны готовят манкуртов, да, который уже ничего не знает, ни роду, ни племени и мгм, даже ни имени. да. Они стирают с памяти наших поколений. Ну что, тогда что, продолжаем дальше напоминать, что 27 октября в Вашингтоне, Ди-Си, перед зданием посольства Турции и перед зданием посольства Туркменистана. В 2 часа, значит, первый будет протест проходить перед зданием турецкого посольства. Да. Да. Ну вот, тема наша будет как раз Приурочено к Дню независимости Туркменистана. Это ровно век, также это юбилей. И то, что мы, туркмены, туркменский народ, помнит свою историю, мгм, знаем свою историю и мгм. будем продолжать бороться за нашу Родину. Дорогие женщины и дорогие друзья, и все туркменистанцы, я вас всех поздравляю с юбилеем образования Туркменской Республики в 1924 году, 27 октября.
И всем желаю крепкого здоровья и процветания. И очень надеемся, что а, Туркменистан все еще впереди. И, конечно же, мы боремся и за наше процветание, за наше будущее и за наших детей. Да? С праздником всех! Байрамыңыз құтлы болсын, туркменлер. Мы обязательно добьемся успехов. Мы сможем принести перемены. Как Цой говорил, перемен, мы ждем перемен. Да. Вот. Счастливо всем. Давайте, до свидания всем. Спасибо, Всем. Татьяне тоже.